Saygılı dostlar, zaman hayır olsun. Hoş buluştuk onlar bize örnek programmasında. İsterim söyleme, Gagavuzya Radyo Televizyon Cümle Kompanyası bugün Valkaneş kasabasında bulunur. Geldik güzel bir aileye, bir meraklı insanla laf edeceğiz. Gagavuzya'nın şanlı üreticisi, insan angısı 40 yıldan ziyade kendi yaşamasını, kendi yiyeceğini uşakları büyütmeye, hem terbiye etmeye, öğretmeye onlara adamış. İsterim söyleme, meraklı, zengin ruhlu bir insan, üreticilikten gayrı çok da meraklı işlerle de zanatlanır. Hadi tanışalım. Галина Дмитриевна Бербек. Галина Дмитриевна, добрый день. Добрый день. Я хочу отметить для наших телезрителей, что мы несколько раз пытались к вам приехать, но наконец-то наша поездка осуществилась, и мы сегодня с радостью познакомим всех жителей Гагаузии с вами. И я надеюсь, что ваш пример, ваш жизненный опыт станет для них воистину красивым примером и ориентиром в жизни. Расскажите немного о себе, Галина Дмитриевна. Ну, во-первых, рада вас принять в моем уютном доме. Конечно, вам тоже всех благ, здоровья крепкого, успехов во всем, терпения. И, конечно же, больших подъемов в вашей работе. Пусть зрители оценивают ваш труд на благо Гагаузии. Один мудрец сказал: будьте умными, если можете, будьте добрыми, если хотите, но красивыми, теплом и душой будьте всегда. Пусть будет на земле дешевле хлеб, а человеческая жизнь дороже. Спасибо, жизнь, хочу сказать тебе, за то, что было, есть и завтра будет. За всех родных, живущих на земле, и тех, кто раньше жил, и тех, кто в будущем прибудет. Галина Дмитриевна kendi zanatına Valkanesh'in 3. şkolasında girişmiş, hem sıfır klasa gelen uşaklarla ilk adımlarını üreticilikte yapmış. Вообще трудовые годы – это были самые счастливые годы в моей жизни. И семейные, конечно, это. И вот здесь вот у меня приготовлены то, что подтверждает, что детки меня всегда помнят. И это. Вот здесь вот, значит, награждались мои классы. Всегда занимали хорошие места. За успехи в учебе? За успехи, да? Не только в учебе, и в мероприятиях, и в учебе. Вот, это самое. Галина Дмитриевна, я бы хотела немножко поговорить о вашем детстве. В какой семье вы родились? Кем были ваши родители? И откуда вот это стремление стать учителем? Я родилась 26 сентября 1951 года в Вулканештах, в семье служащих. Отец мой, Шеник Дмитрий Викторович, он 26-го года рождения, уроженец тоже в Вулканештах, в селе Суворово, бывшее сейчас Александр Ионкуда. Служащий, участник Великой Отечественной войны, инвалид второй группы. В связи с тяжелой болезнью, к сожалению, в 2004 году умер. Мать Шеник Вера Георгиевна, 32-го года рождения, служащая, пенсионерка. Вы сказали, что ваш отец был участником Великой Отечественной войны. Какие воспоминания? Он делился своими воспоминаниями и впечатлениями? Знаете, что он рассказывал вам? Он был ранен. У него осколок в груди. Вот, пожизненно был осколок в груди. Рассказывал много. Он нацеливал нас любить Родину, делать добро. Нацеливал к тому, что быть продолжателем павших героев, эстафету их, да, чтобы мы передавали дальше своим детям. Всегда помнили
боевые заслуги вообще не только вот отца. У нас так получилось в семье, что отец, его брат и его еще два брата, вот они вместе воевали. 4 человека. 4 человека. С одной семьи. Да, да. Вот. И поэтому у нас патриотическое воспитание было на высшем уровне. Sevgili seyirciler, Galina Dürna şimdi söyledi, kendi sözünde hani beğenmiş okumakiyat. Biz onun dokumentlerinde burada bakarken meraklı bir iş gördük. Общество книга Любовь. Böyle kartaçkaları verermişler evvelki dediğin Sovyet Birliği vakitinde o insanlara kim beğenirmiş, kim severmiş çok okuma. Ne kadar meraklı hem historiada kalma bir olay. Kim verirdi bu bileti? Kniga Любовь hem ne kadar kağıt yaşamanızda okudunuz Galina Dürna? Пек çok книг окудum, очень много прочитала я книг, очень это для меня книги, я даже могла уроки, когда учила домашнее задание в школе. Мама, чтобы не видела, значит, история, а внутри художественная книга. Вот я любила. Но я хочу сказать, что вот эта любовь, значит, к поэзии, это мое хобби. Мне вторая, значит, вот это вот мое призвание, это хобби к поэзии. Поэзия – это муза души, это жемчужина мыслей. И поэтому у нас в школе, мой преподаватель в школе, Валентина Павловна Головатенко, так преподавала нам эту литературу, что вот эту любовь к поэзии я вот взяла у нее. Вот эту любовь к поэзии я взяла у нее. Галина Дмитриевна, мы о любви к поэзии еще поговорим, потому что я приготовила для вас и один сюрприз сегодня, но я хотела бы чуть-чуть поподробнее остановиться на выборе вашей профессии. Что стало причиной тому, что вы выбрали именно профессию педагога? Это была любовь с детства или, я не знаю... Я когда была ученицей в школе, раньше же была пионерская организация, октябрятская организация, я была отрядной вожатой. Отрядной вожатой, вот как раз сестра у меня за 6 лет младше меня, как раз вот в ее классе я была отрядной вожатой. И почти до 8 класса, пока они были, я вот у них была все отрядной вожатой. И вот эта работа с детьми, что только я не организовывала с ними. И походы, и экскурсии, и утренники, и праздники с ними организовывала, и чаепитие мы делали, и на памятник ходили к пожилым людям домой помогать, где-то дрова порубить, где-то это. Что только мы вот интересное с ними не делали. Тимуровскую работу с ними организовывала. И вот эта любовь, вот эта работа меня вдохновила, понимаете? Вот это было подспорьем стать учителем. Я очень любила предмет французской в школе, математику и русскую литературу. Учительница по русскому языку и литературе Валентина Павловна, та меня, уже когда в 8 классе нужно было поступать, та меня очень, значит, направляла меня пойти на филфак закончить. По математике Людмила Павловна Вецу. Та меня, давай пойдешь на физмат. По французскому Тамара Васильевна Панова. Давай, значит, поступай на иньяз, у тебя получается, у тебя это. А учитель начальных классов, которая была у моей сестры Мария Георгиевна Доцу, она мне: Галя, у тебя же получается жилка, посмотри, у тебя жилка. Ты знаешь, директор школы что говорит? Директор школы мне говорит так, что: Марья Георгиевна, у тебя такая башатая, что ты можешь поехать в Болград, и я не буду знать, что тебя нет на работе. Вот это, понимаете, дети любили меня, и вот очень много, вот и сейчас, очень много, что дети поздравления, открытки видим, дипломы. Сколько детей за 40 лет прошли через ваши руки? Открытки, да? Да. Сколько детей прошли через ваши руки? Вы считали их или
Или они... Знаете, много получилось потоков, Поколений, очень да? поколений много, да. И вот будучи даже в 9 классе, вот 9 класс, 5 класс, 8 класс, уже вроде как бы ушли они от меня, но не забывают. И сейчас не забывают. Вот Поддерживаете постоянно до сих пор связь? приезжают домой, приходят, поздравляют, приглашают в гости. Ну, у нас еще есть в Вулканештах создано общество «Педагог», Ага. где собираются именно учителя, ну, в основном учителя-пенсионеры, но и желающие, которые вот входят в это общество. И вот в этом обществе, когда мы собираемся, мы очень интересно, мы вспоминаем. Значит, мы вспоминаем свои трудовые, каждый делится, каждый это. И вот на это общество приходят детки, устраивают нам концерты, мероприятия, поздравляют нас. И не было такого, чтобы мои детки там именно, чтобы моих не было там. Галина Вот. Дмитриевна, я хочу, чтобы наш оператор сейчас показал вот эти открытки. Эти открытия на самом деле вернули меня в мое детство. Наши дети сегодня не знают, что такое открытка. Взять открыточку, написать пожелание и от всей души поздравить кого-то с 8 марта или с днем рождения. Да, Ведь особенно вот это, мы вот выросли, эти да, открыточки. мы Особенно вот эти выросли открыточки. практически на Вот. этих открытках родственникам, на Новый год, учителям. Да. Вот такие открыточки мы писали и отправляли. Да. Вот я хочу, чтобы все подрастающее поколение видело, что вот такие вот открыточки были. Сейчас почему-то это все забылось. Сейчас что-то забыто, люди вы сейчас с знаете. появлением информационных Не технологий, знаю, телефонов почему нету забыли сейчас о такого. том, что вот можно сделать Да, просто и приятно очень жаль. своему любимому учителю или Да. бабушке, приятно отправив ей открыточку через почту, Да. как старые красивые как старые времена. Вот это мои первые, я, значит, в 1972 году закончила педучилище, и, значит, по распределению была направлена в Камрад. Ага. Но тут не хватало как раз учительница Куртева уехала в Москву, и класс остался. Нулевой был тогда класс. Ага. И, значит, Это 40 лет назад, получается. Да. Этим мальчикам и девочкам, которые в нулевом классе тогда сейчас плюс-минус 46-47 лет. Ну так, вот. И, значит, хочу сказать, что не хватало здесь учителя, и заврано Антонов Василий Дмитриевич, значит, он позвал меня и говорит: Галина Дмитриевна, вы закончили это, нам нужен учитель. Вы не хотите остаться тут? Я говорю: с удовольствием, но я по распределению туда, в Камрад. Он говорит: я открепление вам сделаю. Меня сразу определили в 3-ю школу сначала. Определили в 3-ю школу как учитель нулевого класса. После декретного отпуска, значит, когда родилась уже дочь, через 2 года, 1976 года у меня дочь, вот, когда родилась уже дочь, после декретного отпуска не было учителя в 5 классе, и меня давай в 5-й школе. И давай меня в 5-ю школу. Большую часть трудовой деятельности поработала в 5-й школе. Вот, впечатление очень хорошее, очень дружный был коллектив, И столько интересного проводила я в этой школе, с детками в этой школе. Боже мой, раньше были соревнования по художественной самодеятельности между школами, определялись места. Даже сейчас на скорой помощи работает 2 ученицы у меня, Люда и Булгар, и Женечка Арнаут. И вот Женечка Арнаут как-то... Я очень часто вызываю скорую, потому что я подорвана здоровье. И она
Говорит, Галина Дмитриевна, я помню, как мы на сцене выступали, вы сделали из нас, значит, детский оркестр, и мы в Доме культуры на сцене, и надо же, говорит, я помню хорошо, я пенечки тогда заказала, и они на пенечках сидели, и с этими, то с ложками, то с этим. И интересно было, и она мне даже песенку запела. Ты вспомнишь даже песенку? Помню, говорит, хорошо. Галина Дмитриевна, коль мы уже заговорили о скорой помощи, об учениках, которые сегодня работают в скорой помощи, наши телезрители наверняка видели, мы недавно работали целый день с службой скорой помощи всей Гагаузии, побывали мы также Это у мои конечно, первые. уважаемые телезрители, да ничек тебе не дикатлыймам. Hızlı meditsina yardımı kurumunda Valkanişka sıbasında işleyen uzmanlarında her birinde var tibile birer kağıt, birer bloknot. Ne var bu bloknotun içinde? Bu bloknotun her bir yaprağı yelden yazılı şiirlerle hem dileklerle. Kim yapmış bunları? Галина Дмитриевна Бербек. Галина Дмитриевна, я на самом деле была очень удивлена, что есть такой человек, который посвящает себя в свободное время людям, которые занимаются спасением жизни и помогают, помогают знаете, в трудную минуту другим людям. Невозможно. Откуда вообще такая мысль каждому из них посвятить вот такой блокнот? Этот титанический труд, это очень кропотливо. Знаете, как пришла мысль это сделать? И вот вы пишете, вы делаете эти блокноты. Для вас это удовольствие или это дань? Нет, это не что? удовольствие, а это невозможно не оценить труд этих людей, понимаете? В связи с тем, что у меня подорвано здоровье, мне приходится очень часто обращаться к скорую помощь. И я знаю каждого работника скорой помощи. Должное нужно дать заведующему скорой помощи Митиоглу Александру Федоровичу. Вот, должное нужно дать. Это такой, вот, понимаете, говорят, рыба портится с головы, оно и видно. До того налажена эта работа, до того дружный коллектив, до того профессионализм большой, и до того человечность у них. Они умеют сопереживать, они умеют сострадать. Вот приходя по вызову скорой помощи, только вот заходят и и вот их вот эта вот душевность, их вот эта расположенность до того облегчает тебя душу, что уже до того, чтобы оказать помощь, чувствуешь себя совершенно по-другому. И не уходят, пока не удостоверятся, не это самое, что все с тобой в порядке, что все это. Могут даже уже смену сдали, дома могут позвонить, как себя чувствуешь и как это невозможно, невозможно добрым словом, значит, отозваться об этих людях. Это люди... Понимаете, это люди с большой буквы, это волшебники, просто асы, это подвижники здравоохранения. Спасибо, у нас вот есть наш постоянный пациент, Бербек Галина Дмитриевна, которая нам стихи пишет и восхищается нашей работой. Сердце радуется, что твой труд, твой вклад не проходит зря. Это очень радует, это очень... приятно. Я хочу сказать, что они заслуживают это, понимаете? Хочется пофамильно иногда вот отметить людей, которые неоднократно, значит, забывая даже свою семью, вот, стараются делать добро. Стараются спасти. Сколько жизней, вот сколько вызовов, сколько жизней они спасают, скольким людям жизнь дарят, скольким людям желают добра и со всей душой относятся. Как их не благодарить? Невозможно. Низкий им поклон и большое сердечное спасибо, хочу сказать. Галина Дмитриевна, вам уже исполнилось 70 лет.
Получается, 72 года. Вот вы о чем мечтаете? Имеете мечту? Знаете, моя мечта, чтобы мои дети были здоровы, чтобы у детей и внуков было все нормально. У меня 3 внучки и 2 внука. Я считаю, что я счастливый человек. Saygılı seyirciler, böyleydi bizim tanışmamız. Bugün Galina Dmitrievna Berbeklen. Meraklı bir yaşamak geçirmiş bu insan hem nice açıkladı kendisi. Bakmayarak zorluklara, bakmayarak bekime, nivoyaya o kendisini bir insan yer. Kısmetli. Çünkü onun yanında var yakındakileri hem onu seven insanlar.